Драгоценные, сегодня хочу поделиться с вами таким, я думаю, назидательным словом. Большинство людей, они не осознают, что их жизнь в их собственной власти, и что они могут управлять, да, и делать это с помощью того, чем они обладают. Вот каждый для себя подумайте, с помощью чего человек может управлять своей жизнью. Ответ можете не давать. Оставьте его для себя, чтобы вы потом сверились. Да? С помощью чего человек может? С помощью слов, которые исходят из его собственных уст. Так вот, если бы люди осознавали, что их собственная жизнь никогда не будет лучше тех слов, которые они говорят, они относились бы гораздо осторожнее и ответственнее к словам и удерживали бы свой язык. Язык, как известно, он без костей. И практически невозможно предугадать, да, что из него следит в следующий момент. И вот видите, светло, ярко. Пастор так не думал. Смотрите, в послании Иакова, 3 главе говорится, что точно так же, как лошадь управляется извозчиком с помощью чего? Удил, как корабль управляется кем? Кормчим, с помощью руля. Точно так же жизнь человека управляется кем? Человеком, с помощью маленького члена его тела, это языка. Смотрите, лошадь, удила, извозчик, который управляет удилами, 3 составляющих, да? Следующее мы смотрим, корабль, руль, кормчий, который управляет рулем, тоже 3 составляющие. И следующее, жизнь, язык, человек, который должен управлять языком, тоже 3 составляющих. Но если управлять удилами и рулем, да, можно. В этом нет особых проблем. То язык, написано в той же 3 главе Иакова, никто из людей, что сделать? Укротить не может. Давайте зачитаем этот стих, 8 стих, Иакова 3, 8. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло». Удержать его невозможно. Он исполнен смертоносного яда, как у змеи. Неконтролируемый язык, драгоценный, это общая проблема у людей. А как быть? Опустить руки? Или упрекать Бога? Ну что ж, мы не виноваты, что дал нам такой неконтролируемый орган. Это же то же самое, что Адам говорил. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Да? Вот это же простой способ. Смотрите, Бог дал нам язык. И Он дал нам способность укрощения языка. И хотя это есть единственный эффективный способ, но он есть. Что за способ, драгоценные? Задумались, а я вам отвечу. Это попросить Святого Духа помочь контролировать язык, помочь обуздать его, чтобы вы не говорили гадости, никого не жали языком, не ранили, не попадали из этого своего языка в какое-то неловкое положение, потом не краснели, потом, чтобы не пришлось сожалеть то, что сказали и так далее. Драгоценные, Иисус управлял своим языком. И Он управлял своей жизнью. Послы говорят только то, что им велено говорить. А мы с вами кто? Мы послы. Мы послы от имени Иисуса Христа. И неважно, где и кому мы говорим. Неважно, Бог везде. И соответствие Его образу и подобию должно быть в нас везде и всегда. Человек, которым живет Дух Святой, может, драгоценное, и должен управлять своим языком. Мы сейчас не будем уходить в грамматику греческого и доказывать, что там действительно так. Нет, вот просто вот то, что я сказала, достаточно. Он может и должен управлять своим языком. В притче 18:23 написано, вот сегодня прям анонс был, пастор об этом говорил, «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То есть, драгоценные, все, что мы говорим,
оно имеет силу или к праведной жизни во Христе Иисусе, или к смерти, духовной смерти. Казалось бы, куда еще яснее можно сказать и предупредить о важности чистоты уст? Увы, увы, драгоценные, увы. Для многих эти слова остаются годами, всю жизнь остаются закрытыми для понимания. Нам с вами нужно откровение. Нужно? Давайте помолимся об этом. Можете сидеть. Просто закройте глаза и помолимся с вами. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам язык, с помощью которого мы можем славить Тебя, общаться с Тобой, говорить, коммуницировать друг с другом. Никто, кроме нас, людей, не обладает этой способностью говорить членораздельно и осмысленно. Спасибо, дорогой Господь, за этот чудесный дар. Мы осознаем важность, осознаем содержание наших уст в чистоте. Просим Тебя, помоги. Помоги нам сегодня принять и понять это слово. Пусть оно будет не просто знанием очередным, но пусть оно станет откровением. Пошли нам благодать в этом, особую, Господь. Дорогой Дух Святой, помоги нам всегда и везде обуздывать свой язык. Мы отдаем Тебе его, в Твое владение. Аминь. Драгоценные, теперь, зная, как контролировать свой язык, посмотрим на производные языка, на слова, которые он говорит. Мы сотворены с вами по образу и подобию Божьему. Бог имеет то, что Он сказал. Так? В Бытие в 1 главе написано «И сказал Бог». И это написано 10 раз. Только в 1 главе. «И сказал Бог». И по Его словам произошли великие вещи во Вселенной. Великие. Но ничего не начало быть до тех пор, пока не были произнесены слова. Понимаете? Невероятный путь творения начался через слова, которые были Божьей такой созидательной силой. Бог повелел Адаму покорить себе все и владычествовать над всем. Да? Над чем? Над животными, там, птицами, рыбами, пресмыкающимися и так далее. И Адам сделал это. Каким образом драгоценно это сделал? Он что, с помощью своей физической силы? Там бегемота, слона, и, там, какого-то удава, акулу заставил подчиняться себе? Нет же, конечно. С помощью чего? Слова, наполненного верой. Духовный закон, касаемый слов, он работает всегда. И это относится не только к словам из уст Божьих, да, но это и словам из человеческих уст. Из ваших уст, драгоценные. Бог никогда не произносит ложь, потому что Он с каждым сказанным словом высвобождает достаточно веры для осуществления желаемого слова. И поэтому Его слово всегда исполняется. Слово Божье обещает также и человеку, что если тот скажет что-то с верой, то его слово тоже осуществится. Обещает такое Бог нам? Обещает. И вы имеете, драгоценное, только то, что говорите с верой. Ни больше, ни меньше. Вот что говорите с верой, то и имеете. И где-то записано, библейские студенты, скажите мне местописание, о котором я сейчас говорю. И так дружно все говорят. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет...» Кому? «Горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Если кто скажет, написано, это кто? Это всякий, это каждый. Каждый из вас, драгоценные. Все христиане имеют такую привилегию. Что от вас требуется? Смотрите, что здесь написано вот в этом месте Писания. Первое. Иметь веру Божию во что? Во то, что вы собираетесь говорить. Да? Сказать, а не просто согласиться там где-то в уме, вслух сказать это. Второе. Не сомневаться. То есть быть твердым, не колебаться, да, в своем желании. И четвертое. Верить, что сбудется то, что вы сказали, да, по вашим словам. Сбудется, да? Сбудется. То, что вы сказали с помощью своего языка. Этот принцип работает как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Так что, драгоценные, не обольщайтесь, не обманывайтесь, что только хорошие слова, ваши молитвы, они исполняются. А то, что вы говорите в повседневной жизни, оно так, оно особое значение не имеет. Сказал да сказал. Ничего подобного. Слова имеют силу и значение. Слова, они всегда работают. Хотите, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону? Вы жили победоносной жизнью? Я думаю, вот некоторые точно хотят. Ответили это честно. Хотим. Вот ключ. А я бы сказала, знаете как, рецепт счастья. И все хотят его знать. Всегда говорите только то, что соответствует Божьему Слову. В 1 Петра 4, 11 написано: «Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». Слышите, да? Вопрос не в том, что мы должны цитировать Писание. Если мы будем ходить только цитировать Писание, от нас люди будут шарахаться. Вопрос не в этом, но в том, чтобы слова, которые выходят из наших уст, они несли жизнь драгоценные. И вы использовали суть Писания. Например, мы говорим: «Во имя Иисуса будь исцелен». Но это не место Писания, которое мы говорим, произнесли, допустим, да? Но здесь есть соответствие Писанию и воле Божьей. Драгоценные, как же нам с вами реализовать, как применить этот ключик к себе, чтобы всегда говорить правильные вещи? Обуздывать свой язык с помощью, теперь вы уже знаете, Духа Святого, да. И этого достаточно, если внутри вашего сердца были посеяны добрые семена. И там правильное содержимое. Как написано в Библии, доброе сокровище. Да? Вот. А если семена там были и плохие, не всегда только добрые, да? Тогда как? Ведь то, что оно внутри нас, то, что мы накопили, оно, хотите вы или не хотите, оно все равно прорвется наружу. От избытка сердца, говорят, уста, Луки 6:45, да? Молчать всю жизнь никто не будет, если он умеет говорить. Давайте же мы разберемся, как же нам быть в данном случае. Что такое слово? Что такое слово? Это человеческие мысли, озвученные языком. Я такую формулировку написала, да? Точно же, да? Мысли, озвученные языком. Мысли приходят в человеческий ум каким путем? Они приходят только двумя путями. Есть хороший путь и плохой. Плохой путь – это какой? Дьявольский путь. Дьявол, он постоянно атакует человеческий ум. Мыслями атакует. И атакует он, бомбардирует снаружи в основном. Так вот, то, что вы негативное смотрите по ТВ, там, что приходит через соцсети, да? Разные какие-то негативные вещи, убийства, кровопролитие, зло, обман, разврат, колдовство и так далее. Все это определяет, какими будут ваши мысли. Не думайте, что что-то вы упустили, а оно бесследно прям вышло транзитом. Ничего не, оно оставляет след. Вот. И все это определяет, да, какие ваши мысли будут. Язык наш, в этой же 3 главе Иакова, 6 стихе написано, воспаляется от гиены. То есть от чего? От ада воспаляется. Вот откуда приходит все. И второй источник – это слава Господу. Чей? Божий. Мысли от Бога приходят в наш ум изнутри через дух, наш дух. Каким образом? Через чтение Божьего Слова, через общение с Богом, через молитву. Да, много путей есть. И потому, чтобы ключик был действенным, а вы говорили правильные вещи, которые согласуются с Словом Божьим, необходимо следить за чистотой драгоценной своего сердца, чтобы можно было оттуда черпать правильный, как из правильного источника. И из сердца текут источники жизни, да? То есть нужно осознанно, целенаправленно закрывать свои глаза, закрывать свои уши для приема дьявольских мыслей. Праведный Иов как говорил? «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Видите, завет положил. Не смотреть соответствующие фильмы, не слушать соответствующие передачи, не читать определенные вещи – это в нашей власти. В нашей власти. Аминь. Дорогие, если вы мыслите неправильно,
то и вера ваша будет неправильная, то и говорить вы будете тогда неправильно, и жить будете в поражении. Услышали, да? Ефесянам 5:1 написано, чтобы мы подражали Богу, как Его возлюбленные дети. Драгоценные, в чем мы должны подражать Богу? В том, как Он думает, как Он говорит и как Он поступает. То есть мыслить Его мыслями, говорить Его словами, поступать достойно Бога. Божьи мысли, Его слова и Его дела мы находим где? В Писании. Ничто от нас не сокрыто. Характеристики правильных мыслей, которые угодны Богу, тоже драгоценные, от нас не сокрыты. Какие должны быть мысли? Истинными, честными, справедливыми, чистыми, любезными, достославными, добродетельными, к похвале. Что я вам зацитировала сейчас? Какое местописание? Филиппийцам. Филиппийцам. 4:8. Выпишите эти места Писания и прям куда-нибудь на холодильник. Слова, которые не соглашаются со Словом Божьим, не соответствуют истине. Эти слова называются, знаете как? Гнилые слова. Гнилые. Вы не найдете человека веры, который творит дела веры, да? Вот, и одновременно из его уст исходят гнилые слова. Так не работает. Вера, она не говорит гнилые слова, она говорит слова веры. А тогда что такое слова веры, драгоценные? Это слова, которые согласуются с Божьим Словом и которые находятся уже внутри нас, внутри нашего сердца. И такое слово, оно приносит добрый плод. Через слова веры, которые вы говорите, Бог и Его ангелы разрешают любую ситуацию. Понимаете? Они меняют обстоятельства вам во благо. Еще раз, через ваши слова, которые согласуются с Божьим Словом, да, Бог решает любую проблему. Поэтому, драгоценные, всегда помните и применяйте ключ к победоносной жизни. Какой? Ну, можно посмотреть. Смотрите, вот поэтому нужно повторение, да? Вот нужно еще, чтобы оно как-то оно со всех сторон. Старайтесь говорить только то, что соответствует Божьему Слову. Ключик, да, сегодняшним. Все, что вы говорите, воспринимается вашим сердцем. Вот что вы говорите. А ваше сердце воспринимает, что это ваше желание. И тогда Дух подключается, чтобы это желание исполнить. И что вы получаете, если вы за своим языком не следите, свою речь не контролируете? То, что вы и не хотели, да? Смотрите, пример. Вы говорите, я устала от такой жизни и суеты. Результат? Будете уставать еще больше, драгоценные. Если вы говорите, я всегда притягиваю себе жестоких мужчин, как мой отчим. Результат соответствующий. Помните, народ пустыни, он роптал на Моисея, ну и на Бога, соответственно, да, что Он их вывел в пустыню с целью погубить. Это в числах 14 главе. Итог. Как они говорили вслух Бога, то и произошло с ними. Они там полегли. Люди могут быть как устами Бога на земле, да, вот как мы, как послы. Когда они говорят то, что Бог говорит в Своем Слове, так и быть устами дьявола на земле. Сатана, драгоценный, он не творческая личность. Он не может созидать, он только копирует. Человек, мы с вами, творческая личность, и он творит словом точно так же, как его Бог, как его Творец. Сатана же может действовать на земле, услышьте, только используя язык человека. А именно, используя слово, да, слова, которые говорит человек, и силу этого слова. Потому что Бог наделил слова силой, чтобы человек использовал во благо себе. И когда человек говорит слова, которые хочет сатана, да, тогда сатана частично или полностью может управлять жизнью этого человека. И таким образом он оказывает негативное влияние на мир, может контролировать жизнь на земле. Если бы все люди были немые, или слова, ими произнесенные, не имели силы, то сатана повесился бы от тоски и беспомощности. Это моя шутка драгоценная, это она мне пришла в голову. Это точно.
Ему делать было нечего. Как вообще работает слово? Любое слово. Если это Слово Божье, то оно, будучи посеянным в сердце человека, затем произнесенное устами с верой, становится духовной силой, высвобождающей, послушайте что, возможности и могущество Бога. Понятно? Если мы говорим Слово Божье, мы высвобождаем Божью силу, Его могущество, и Бог действует. Аллилуйя. Но если мы говорим слова дьявола, что-то негативное, противоречащее истине, то мы подпитываем сатану, и тогда дьявол действует. И таким образом все на земле контролируется чем? Словами драгоценные, совершенно верно. Представляете, все. Вот какая сила у слова. Мне даже было желание назвать «сила слова». Но потом думаю, надо как-то привлечь народ. Напишу-ка им по-другому, ключик какой-нибудь. Они любят это. Понимаете, сила какая у слова. Бог все сотворил словом и все держит силой своего слова. Это написано Евреям 1:3, там, 2 Петра 3:7. И Бог поставил свое слово выше чего? Правильно, выше своего имени. Псалом 137:2, давайте почитаем. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Это значит, что если Бог нарушит свое Слово, то Его имя будет опорочено, драгоценное. Оно перестанет быть скалой, твердым основанием, на котором мы можем стоять, да? Все рухнет. Ведь все держится силой Слова. Все рухнет. Все. Если у человека Слово ничего не стоит, то его имя ничего не стоит. Ваше имя стоит столько, сколько стоит ваше слово, если вы держите свое слово. В Ефесянах 5:4 написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Следите за тем, что вы говорите. Ценность имени Бога и ценность имени человека проверяется ценностью их слов. Слышали? Есть люди слова, а есть пустословы, болтуны, на которых нельзя положиться. Мы не такие, увы. В Исаии 55:11 написано: «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Сам Бог стоит за своим словом. Он неотделим от своего слова, бодрствует над ним, исполняет его. Каждое драгоценное, да? Аминь? Я не буду местописания, потому что их там просто немерено. Каждое сказанное слово – это потенциальное семя. Мы знаем это, да, с Писания. Слово, сказанное Богом и написанное, соответственно, в Писании, Слово Божье – это не портящееся, это вечное, это неизменное семя, это истина. Сомнений нет, да? Нету в этом. Но и Слово Божье, исходящее из уст человека, имеет те же качества, те же характеристики. Оно имеет силу и приносит плод добрый. Обратите внимание на такой момент. Человек может что-то читать в Библии, да, вслух, цитировать что-то, места какие-то наизусть, и не видеть желаемого результата. А когда будет такой результат? Да, когда Божье Слово, которое находится внутри человека, высвобождается с верой драгоценно. Марка 11:23. Выучите. Вся церковь должна знать это местописание. Оно крутое. Итак, выделим важный духовный закон. Вы можете иметь то, что вы говорите с верой. И каким образом? И таким образом вы можете выбрать своими словами вот, жизнь или смерть, благословение или проклятие, болезнь, да, или здоровье и так далее. То есть вы определяете это. Так что жизнь человека – это результат того, что он говорит. Это результат его слов. Даже если вы вот эту фразу запомните, и ключик уже достаточно. Жизнь человека – это результат того, что он говорит, результат его слов. В притче 18:20 написано: «Человек
насыщается произведениями уст своих. Человеческие уста и слово сравнивается с произведением, то, что исходит. Да? Человек, как художник, он рисует картину своего будущего. Скажите, вот может художник, у которого в руках есть кисть и красочки, да, нарисовать все то, что он желает видеть в своей жизни в будущем? Свою жизнь в будущем может нарисовать? Может. Так и каждый драгоценный из вас. Своими словами можете нарисовать картину своего будущего. Представьте себе, что вам дали кисть и сказали: рисуй свое будущее. И я думаю, чтобы никто, я подобрала картинки, но не буду их показывать, никто из вас бы не рисовал какую-то бурю, там, какой-то шторм, циклон, бездну, себя там одинокого, сгорбленного, где-нибудь там обездоленного. Никто бы этого не нарисовал. Да, это картина безысходности, страшная, угрюмая. Нет, нет, нет. А что бы нарисовали? Что бы нарисовали? Солнышко, да, семью, радугу на небе, как завет с Господом, да, как знак завета, в объятиях там с Богом, с семьей и так далее. То есть что-то светлое, что-то радужное, что приносит радость нам, надежду дает и так далее. И если вам драгоценные сказали: вот эта вот кисточка, вот тебе, да, никому не позволяй ей воспользоваться. Потому что если позволишь, враг может взять ее и нарисовать угрюмую картину, которая тебя повредит, которая исполнится в твоей жизни. Вы знаете, я думаю, что каждый бы эту кисточку прямо оберегал. Он бы ее никому не позволил. Правда же? А что же это? Он бы не дал бы. Вот. Но как же тогда вот враг, он лжец, обманывает человека, да, умаляя значение сказанных слов. Поэтому люди, они отдают свой язык ему во владение, отдают. Знаете, что враг говорит обычно? Человек сказал какую-то гадость, он говорит: да подумаешь, сказал, ну ерунда, ну ты же не поступил так. Ну вроде бы, ну слава Богу, что еще не усугубил ситуацию. Но знаете, на самом деле-то, сейчас я вам скажу очень важную такую вещь, очень важную. Вот послушайте ее. Ваши действия, драгоценные, ваши поступки, они не могут перевысить силу слов. Люди думают: ну я же не сделала так ничего. Ничего подобного. Сила слова, слово, оно выше вашего действия. Вот оно, насколько важное слово. Поясню на примере. Вы можете давать десятину в церковь, быть верным в этом всегда. Все. Можете усердно работать и молиться каждый день за процветание и преуспевание. Но если ваши слова, они негативны, и они противоречат Слову Божьему, то, что касается Библии, финансов, процветания, богатства и так далее, драгоценно, не обязательно, но вы можете погрязнуть в долгах, из которых никак не сможете выкарабкаться. Услышали? Вычеркните эти популярные фразы своего словаря. Деньги не растут на деревьях. Я не могу себе это позволить. У меня фиксированный доход. Я, как всегда, на мели. Денег кот наплакал. С финансами совсем туго. Я не потяну это. Мне это не по карману. Драгоценные, подобные заявления, они держат ваши финансы в рабствах. Кого вы в эту ситуацию приглашаете? Понятно, кого. Это же принцип действует и в любой другой сфере. Понятно? Ваши слова могут зачеркнуть ваши действия. Можно быть начитанными, иметь много знаний. Можно и Библию знать наизусть. Многие люди знают и Библию наизусть. Можно много трудиться, но так ничего значащего и не достичь в своей жизни, если не научитесь управлять своей жизнью через контроль языка. Есть такая пословица: кто владеет языком, тот владеет всем миром. Драгоценные, владейте всем миром. Бог, мы наследники Божьи, все наше. Нам только надо владеть языком. Еще пример. Если, например, вы не ходите к врачу, вы не пьете таблетки, которые вам прописал ранее врач, не пьете таблетки, то есть так вы хотите показать, что вы стоите в вере, что ранами Иисуса вы исцелены.
И вы цитируете это местописание, что да, ранами Иисуса я исцелен. Но в то же время, одновременно, в течение дня можете жаловаться кому-то. Ну, у меня болит там коленка, у меня дискомфорт. Вообще за меня помолились, как было, так и есть, еще хуже стало. Ничего как-то на меня не действует. Зато помолился, все хорошо. У меня, наверное, я не дождусь своего исцеления, этого обетования, что-то не работает. Вы понимаете, драгоценные, что вы делаете? Что это такое? Это обесценивание истины, что ранами Иисуса вы исцелились. Если вы поступаете и молитесь об одном, да, а затем исповедуете другое, то ваши действия и ваша молитва, да, они будут аннулированы. Слово выше. Поступки, слова вот эти, да, надо за всем следить. Вычеркни такие фразы в сфере здоровья. Старость не радость. Да с чего бы это? Ничего не поделаешь, годы берут свое. Кости скрипят, песок сыпется от старости, одной ногой в могиле. Все болеют в наши годы. Здоровье лучше уже не станет. Работают на таблетки. Старческий склероз, память отшибла. Я, кажется, схожу с ума. Я дурею от этих слов. У меня плохая память. Я не умею выражать ясно свои мысли. Я ослеп от этого компьютера. Да? И так, да. Меня бесит, очень часто говорит, меня бесит это. Слушайте, драгоценные, я думаю, что если говорите такие слова, то точно ваше здоровье, а уж память, то и ум точно лучше не станут. Вот точно нет. Еще раз повторю, ваши действия, ваши поступки не могут перевесить силу слова. Слово стоит выше. Это запомните, вы молодцы. И говоря такие негативные вещи, вы связываете Бога словами своих собственных уст. Учитесь, драгоценно, обуздывать свой язык. Следите за ним. Иначе ваша вера в итоге окажется напрасной, бесполезной. Об этом предупреждает Иаков в 1 главе 26 стихе. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того какое благочестие? Пустое». Иначе говоря, мы напрасно считаем себя верующими и благочестивыми, если не можем обуздать свой язык. А как обуздать язык, вы уже знаете. Просить Духа Святого помочь, и мы об этом сейчас помолились, да, самим, и получил откровение, и самим не распускать, да, и о сердце заботиться. Высвобождение из уст слова никуда бесследно драгоценное, оно не исчезнет. Вы думаете, вы сказали, ее уже нету? Ничего подобного. Оно, делая свою работу, принося плод по роду семени. Какое это было семя, да? Слово – это семя. Плохое, доброе, такой и плод будет. Когда дела обстоят плохо, лучше молчать. Закрыть рот на замочек, говорят. Не ходить с худыми устами, говорить негативные слова, наполненные сомнениями какими-то. Рассказывать всем подряд о своих проблемах. Если вы говорите, что нет выхода из какой-то проблемы, нет надежды, вы же сами догадались, что будет. Не будет этого выхода. Его просто не будет. Вы можете подпитывать просто трудности своими неправильными мыслями, словами и своими действиями. И точно так же наоборот. Если для того вы можете одолеть, да, победить эти препятствия, трудности на своем пути, чем? Правильными мыслями, словами, действиями, верой, которая основана на Слове Божьем. Возвеличивая свою проблему драгоценную, мы только роем себе яму. И что мы делаем? Мы дьявола возвеличиваем. Если проблема такая большая, что и решить нельзя, значит, дьявол такой великий, а Бог уже сразу уменьшился, да, в наших глазах. Поэтому вот этого делать нельзя. Неужели вы действительно хотите, чтобы все то, что вы говорите в повседневной жизни, не в молитве, оно сбылось? Вот точно не думаю. Поэтому, драгоценные, не стоит произносить вслух то, что бы вы не хотели, чтобы в вашей жизни оно произошло. До этого момента мы с вами касались слов, которые говорили «вы себе» или «о себе». Да? И эти слова действовали вам во благо или во зло, то есть были к жизни или к смерти. А как относительно слов, произнесенных в адрес других людей? Они действуют, драгоценные, точно так же. Точно так же. Это духовный закон. Вы или благословляете людей своими устами, или проклинаете их.
Есть такое слово на иврите «лашан хата». Оно означает «злая коммуникация». Это когда люди ссорятся, обзывают друг друга, говорят гадости, разговаривают на повышенных тонах, а то и нецензурно выражаются. Это все злая коммуникация, это слово такое, да? Лашан хата в иудейской религии, оно означает еще убивать. То есть, когда вы говорите злое о человеке, то в иудейском мировоззрении это равносильно, эквивалентно убить. Убийство. Вот так, сказали плохое и убили. Человек своими злыми словами может уничтожить чей-то характер, чью-то мечту, разрушить личность, отравить ядом, как змея, и убить. Ну, например, говорит кто-то в адрес ребенка. Это могут быть разные люди, которые авторитетны в ее жизни. Да? Кто-то из родственников, учителя и так далее. Ты тупица, да? Неисправимый двоечник, неудачник, рюки-крюки у тебя, тюрьма по тебе плачет. Это такое выражение, я знаю, конкретно человека. Все дети как дети, а ты, и тут уже фантазия может идти куда угодно, ты весь в отца твоего, алкоголика, и так далее. Все эти слова, они убивают в ребенке его самооценку. Она падает просто до нуля. Вот, появляется неуверенность, да, в действиях каких-то ребенка. Он может действительно у него начать не ладиться со временем то, о чем говорят. Наш недавний гость Виктор Лавриненко привел именно такой пример, когда в своей жизни, когда его отец говорил, что у него руки не с того места растут. А это ведь часто говорят. Подобные вещи, они действуют, драгоценные, действительно как проклятие в прямом смысле. А нужно что? Благословлять. То есть то, что мы делаем каждый раз. Детки, когда выходят, они святы же. Мы святы, родители святы, дети святые. Ваша задача как родителей – это распознать дары, таланты, способности, вложенные Богом в них, и помочь им развиваться, поддержать и направить к Богу. Именно благодаря тому, что родители некоторых гениальных людей не стали повторять и вносить в уши своих детей те диагнозы, те ярлыки, которые повесили их детям, а наоборот, они говорили в их жизнь хорошее, поддерживали своих детей. Эти люди выросли гениями. И знаете, кого я имею в виду прежде всего? Это знаменитый, всем людям известный в мире, величайший изобретатель Томас Эдисон. Мальчик 4 года заговорил только, в 11 лет он оглох. В 12 лет его выгнали со школы. Написала учительница, что он умственно отсталый ребенок. Его героическая мама сделала все, чтобы ребенок состоялся, и он признал величайшим гением. Величайшим. Альберта Эйнштейна, драгоценные, считали умственно отсталым учеником. Умственно отсталым. Людвига ван Бетховена считали бездарным и необучаемым. Двоечником били Исаак Ньютон, по химии у него была 3. Константин Циолковский, Уинстон Черчилль, Владимир Маяковский, Оноре де Бальзак. И это не полный перечень. Но если с детьми у нас не все так трагично в христианских семьях, то между мужем и женой, к сожалению, отношения у многих христиан не библейские, драгоценные. Иначе бы не было так много разводов. Вы уже знаете все, что муж – это глава. Аминь. Это глава семьи. И помазание, благословение, оно стекает с головы вниз на жену и на детей. Так предусмотрел Господь. И если муж унижает жену, да, позволяя себе говорить злые слова в адрес, оскорбляет ее, разговаривает на повышенных тонах, а то нецензурно обзывает, да, то, находясь под таким вот потоком, под этим духовным давлением, со временем это скажется на всем состоянии этой драгоценной женщины, на ее общем эмоциональном, на ее душевном состоянии. То есть депрессия гарантирована, и это скажется также на физическом здоровье. В первую очередь, я вам скажу как врач, страдает нервная система, страдают женские органы, эндокринные органы, все взаимосвязано в организме. Поэтому, драгоценные братья, если вы хотите видеть ваших жен красивыми, всегда радостными, счастливыми, здоровыми, да, чтобы они все успевали и, главное, вас любили и уважали, говорите им слова, которые
в их адрес говорит Иисус. Прочитайте песню песней, всякие классные, это мне нравится. И любите их так, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. Любите как свои тела драгоценные. Также написано в Ефесянам 5 главе 28 стихе. Как свои тела любите. Вот. То есть, что надо делать? Лелеять, холеять, заботиться. Вот. Это не только о своем теле, но и женщина. Драгоценные сестрички, есть и к вам Слово Божье. Сварливая жена сравнивается в Библии со сточной трубой. Какой ужас! И также непрестанной капелью в дождливый день. Ну, кому, скажите, такая песня подойдет, понравится? Какой мужик выдержит это? Надоест она ему, такая песня. Не выносите драгоценные также мусор из избы, то есть из своей семьи, куда попало. Вы со временем можете изменить мнение о муже, примириться и так понять эту ситуацию глубже. Но если вы кому-то это расскажете, вы мнение всех этих людей уже не измените. Ложечки найдутся, а осадок останется. Понятно, да? То есть это уже, оно же останется, это слово, которое. Поэтому не оголяйте свою вторую половиночку, данную Богу. Цените, дорожите тем, что вы имеете. Следите за языком. Каким, вот что важно, каким хотите видеть своего мужа, то и провозглашайте в молитве. Увидьте его таким. Вот представьте его. Это не фантазия, это не самообман драгоценный. Это то, во что вы верите, что Господь силен изменить характер и привычки мужа. Поэтому не нужно молиться: Господи, измени, чтобы был бы таким-таким. Не-не-не, благодарите заранее. То, что Бог о нем говорит, вот то, что вы хотите видеть, то и говорит, что он такой есть. И Бог силен это сделать, драгоценный, по вашей вере и по вашему слову веры. Марка 11:23, нам в помощь. Это точно работает. Я свидетель, я сама это проходила не раз. Найдите то, за что вы любите или любили, за что вы уважаете или уважали своего супруга. И за это начните благодарить молитвы и Бога, и супруга. Я написала, знаете, я такой человек, систематизировать люблю. Я написала такой список качеств, за которые я ценю, за которые я люблю своего мужа. Их больше 20. Можно, конечно, больше было написать, но я основные выделила. Я за это благодарю мужа. Это работает. Слава Господу. А если ничего доброго вы не видите в своем супруге, то я вам скажу честно, так не бывает. Это тревожный сигнал. Наверное, надо вытащить бревно со своего глаза. Ну и не забывайте приводить свой характер, конечно, в соответствии с Божьим Словом. Если же будете и дальше оставаться в позиции жертвы и продолжите говорить, что муж неисправимый алкоголик, что он лентяй, каких мир не видел, что ему наплевать на всю семью, то будьте уверены, что так оно и будет. Муж будет пить, лентяничать, будет безразличных проблем в семье. Напоминаю, что вы сами рисуете картину своего будущего. Чем? Кистью, своим языком. Нарисуйте сегодня картину будущего дома. И этот принцип увидеть хорошее в человеке и начать за это благодарить. Потому что плохое увидеть вообще ничего не стоит. Знаете, дьявол вам все откроет. Того, чего и нет, он увеличит его просто. Это бинокль такой будет. Вот. Поэтому вы хорошие. Вот посидите, подумайте, помолитесь, хорошее найдите и начните провозглашать в жизнь того человека. Что вы хотели в нем видеть? Да? К любому человеку относится. Хотите наладить отношения с зятем, например, с сыном, с невесткой, с дочерью, с свекровью, там, тестем, тещей, да кем угодно. Один из ключей – это правильное исповедание драгоценное. И обращаясь ко всем, я хочу обратиться также вот ко всем братьям и сестрам, чтобы вы не делали еще обобщений. Вот таких, как всегда, вечно, никогда. Все вы. Например, человек что-то сделал неумело или случайно, разбил что-то, да, или, например, подгорела котлета, пусть будет, и муж. Всегда у тебя подгорает все. Смотрите, два обобщающих слова. Всегда и все. Во-первых, не всегда, а во-вторых, не все. Это уже двойная дьявольская ложь, правда же?
Вот. Но если так говорит глава семейства, а я смотрю, что многим так муж говорит, да, глава семейства, и он в это верит, то так и будет со временем происходить все чаще. Почему? Он проклинает такими словами. И хотя написано, что незаслуженное проклятие не сбудется, тем не менее, драгоценные, такие слова главы семейства, сказанные с верой, они окажут негативное воздействие. И особенно, если жена примет это в свой адрес, если она не противостанет, не согласится, не разрушит эти слова во имя Иисуса. А благословение как могло звучать в данной ситуации? Ну, вообще-то можно было промолчать, правда? Ну, можно было промолчать, не делать акцент. Но знаете, или если уже хочется так сказать сильно, ну, скажи доброе слово, милая. Ты так старалась. Не огорчайся, со всеми так бывает. Вот, драгоценные, я бы хотела, чтобы мне муж так говорил. А вы хотели бы? Хотели бы, конечно. Знаете, мой пока не дотянул. Но я верю, что он дотянет. Я молюсь за это. Вот. После такой реакции в следующий раз жена будет более внимательна на кухне. Ведь ей поверили авансом, поддержали. И буквально еще остановлюсь на нецензурных словах. Мы с мужем по вечерам 1,5 часа, 1,5-2 часа, драгоценно, мы гуляем по парку. У нас это традиция. И вот 24 мая был выпускной в школах. И выпускники пошли в парк. Очень много было там детей. Не было свободной тропинки, где бы мы могли пройти вдвоем, как бы уединиться, в тишине побыть. Так вот, что мне бросилось в глаза и огорчило сердце. Сплошной мат. Просто из уст молодых людей обоего пола. Девочки шли в школьной форме, и матерные слова слетали с их еще детских, собственно говоря, уст. И это наши дети. Не знаю, как в стенах школы, на улицах дети разучились говорить литературным языком. Пример из жизни вам привожу. Первоклассник в Белгороде в начале учебного года, вот в 24 году, сказал учительнице в школе: вот пристегнитесь. Заткнись, коза драная. Драгоценные, это слова, сказанные в адрес учительницы. Представляете, что говорят в доме и как разговаривают в доме этого ребенка? Ну ладно, скажете, это мир. Мы тут много не можем изменить, мы констатируем факт. Но вернемся к церкви, к христианам. Так ли у нас с вами все хорошо, как должно быть? Тоже не все в порядке, драгоценные. Не все в порядке. Откроем Галатам 5:15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Обратите внимание на эти слова. Угрызаете и съедаете друг друга. Так обычно говорят о ком? О диких зверях, о животных, о диких зверях. Да? Но здесь же речь не о зверях, а о ком говорят? О ком? О христианах, о человеке, притом о нас, о христианах. И что эти христиане делают в итоге? Они истребляют, уничтожают друг друга своим злым языком, своими словами. И это, таким образом, они вносят что? Проблемы в тело Христа, разделение. В Библии, драгоценные, есть очень много других предупреждений о правильности использования слов, языка, да? О распрях много, о ссорах, о клеветах, о лжи, о сплетнях, осуждении, злоречии, сквернословии, пустословии, смехотворстве, лукавстве, лести, сварливости и так далее. Наша цель сегодня не об этом. Наша цель – осознать важность содержания в чистоте своих уст. А это возможно только при чистоте сердца, когда чистые мысли. У нас уже немножко осталось. Притча 23:7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Как человек думает, такое оно и есть на самом деле. Бог дал человеку уста, чтобы он говорил только добрые, хорошие слова, которые несут благословение и жизнь, и которые, согласно посланию того же Иакова 3:17, ведут к мудрой жизни, чистой, мирной, скромной, послушливой, полной милосердия и добрых плодов, беспристрастной, нелицемерной жизни во Христе. Смотрите, это все уста наши ведут к этой жизни. Это же успешная жизнь, это жизнь в победе. Аминь. Если вы, дорогие, начнете использовать этот маленький член своего тела, язык,
по прямому назначению, в соответствии с волей Божией, и перестанете отдавать ее в орудие неправды, и при этом попросите Духа Святого помочь контролировать наш язык, то можете быть твердо уверены, что в вашей жизни, ваша жизнь, она изменится к лучшему. И победы, они придут, они не заставят вас просто ждать. И в заключение мы с вами помолимся именно, или просто проговоримся вместе. Давайте лучше так сделаем. Слова из молитв царя Давида. Зачитаем их все вместе. Вы видите Псалом 143. Давайте все вместе. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Псалом 18, 15. Да будут. Есть там, нету? Ага, давайте. Псалом 18, 15. Есть? Нету. Ну, повторите за мной. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь.